Короче, Дултар, сегодня я вас научу очень крутой физзарядке. Один дедушка, ему 90 с чем-то лет, он это делает каждый день, прикиньте. Короче, встаете утром и начинаете делать вот эту физзарядку. Кстати, я эту физзарядку сама делаю впервые. Сейчас сначала научусь. Подождите. Как? Все, подождите. 5 minutes later. Все, я научилась. Короче, надо вот это упражнение делать 100 раз в день. Залы, качая ноги. Задние пятки надо поднимать просто и руками вот так. Короче, если делать это упражнение 100 раз в день, то у вас не будет усталости, какая-то лимфа. Что с лимфой? Что-то с лимфой. Ну, очень хорошая. Потом, короче, отеки уйдут и подтянется живот. Вот, я ради живота хочу сейчас попробовать это делать. У меня вот тут и не поднимается до конца, и ноги начали болеть. Нифига не легко оказывается, окажется таким легким, прикиньте. Не, пока все. Все, на сегодня хватит пока. По 20 штук начну. Итак, дорогие друзья, сейчас я начинаю готовить свой завтрак. Сейчас мой завтрак не жареные кукейки с сосисками, с хлебом, с маслом, с сыром, а вот этот протеин. Вот смотрите. Кстати, очень многие, когда протеин заказывают после операции, опрофаниваются. Некоторым попадаются какие-то невкусные, их невозможно пить, плохого качества. Сбербанк мне звонит, а подожди. То есть вы можете каждый месяц доход получать в виде процентов, независимо, это пополняете счет или снимаете с него. У меня вообще денег нету. Можно и 100 рублей. Вот вы, например, зарплату получили, вы можете сразу же в этот день зарплату положить на этот счет. Ага, у меня зарплата, ипотека, кредит, продукты детям и все, у меня там 100 рублей даже не остается. То есть, ну, вы же не в один день это все тратите. Вот у вас ночь переночевали эти деньги на счету, уже процент будет плюсом. Ага, а вы за эту ночь были миллионы сделаете моими 1000 рублями. До свидания. Они будут моими деньгами крутить. Хитрушка. За одну ночь миллионы будут делать. Меня зарплата, ман. Так, на чем я остановился-то? Протеин. Протеин, точно. Кто делал резекцию желудку, да, доктор? У них есть чат. И в этом чате женщины делятся всеми своими впечатлениями об операциями. Там, короче, то, что они едят, какой протеин пьют, что жрут, что срут. Короче, все там пишут в этом чате. И вот там вот девчонки, многие вот это порекомендовали. Вот этот протеин. Кто после резекции желудка, запомните. И я его, кстати, протестировала. Он мне очень понравился. Он как сухое молоко. Вот так выглядит протеин. Это как сухое молоко. Короче, на завтрак я должна съесть вот 3 столовые ложки протеина. Его, короче, сыпаем туда. Вода должна быть комнатной температуры. Потом вот так вот закрываем. Да, доктор? Еще мне можно, сказали, положить мед. Сахар пока что вообще нельзя. Но я с каждым днем себя чувствую хорошо. Но бывают, конечно, дни, когда немножко шов болит. Сейчас положим сюда. У меня вообще сейчас завтраки, как у спортсменов. Видал сосуд? Вашингтон. Через год вообще меня не узнаете, бляха-муха. Блин, а можно мед вот так лизать, интересно? Хатар тамдей. Я уже столько сахара не ела. Вот это все сбиваете. И все. Завтрак готов. Теперь попробуем. На вкус как сухое молоко. Прямо копия сухого молока. Не скажу, что вкусно, но нормально. Пить можно, доктор. Короче, доктор, я утром, значит, встаю, смотрю на стол кухонный. Вот кухонный стол. Вот Альберта куртка висит, футболка, телефон. Вот, скорлупки, рюмка. Вот так прошел по ходу дела его. Пашин был вчера. Что это было? Когда я спать легла. Ничего не было. Что это было? Это был праздник. Что это было? Я тебе сказала, идем. Ну-ка, лицо покажи. Повернись, как куша. Меня это киль, меня нергамя, я стараюсь тебе. А не мистами. Yok. Uykularım orada böyle.
Не взывай второй. Ты ну югурып сақтым спортом занимался. Альбек. Покажите лицо. Это мой маленький грибочек. Ну, давай, шапка 20 кадров, мусор ты выровнять. Не будем в баню пойду. С мужиками. Синяр yüzürge yaramıyor bir tane de. Ну, едер ярма, они потусить не имею права, что ли? Имеешь? Мне понятно. А нам еще сидим тут, да. Оша думаете, не сорми. Едал мой Давайте утра мой. грибочек мой. Пока. Эти мой маленький, пока пухляшики. Че, заскучился? Все хорошо было. Ах, бляха-муха! Нифига себе! Че, правда, да? Да. А че так? Чё так? Рано вставать. Рано вставать, так вы знаете, что ли? Риналь говорит, нормальные люди в это время спят, когда я ему пишу в 8 утра. 7:30. А, 7:30, да? Я-то полседьмого уже стою. А этот до обеда спит. Че, ты в Таиланд едешь? Да, мы едем в Таиланд. И вас тоже зовем. Да, кто с нами хочет потусить, с Риналем, с Альзирой, со мной. Кстати, я еще не знаю, с кем я поеду. Или поедет со мной Альберт, или же поедет со мной Аделина. Аделина пока что делает свой загранпаспорт. Не знаю, она успеет, нет. Если она не успеет, то мы с Альбертом едем. То будет очень весело, будет очень круто, очень крутой Это отель. не отель, А это что? получается загородный комплекс закрытой территории. Там коттеджи, и мы будем жить там, Бристоль парк, а в Бангкоке в отеле. Вот, и получается, мы будем все в одной локации, будем вместе ужинать, обедать, тусить, на море ходить, жить, ну там не под одной крышей, но в ближайших домах друг к другу. Вот кто сейчас смотрит, он может бесплатно полететь. Тур полностью вам оплачивает Millennium Park. Единственное, нужно выполнить небольшое условие, это пригласить людей, которые хотят в Таиланд. Там, если, например, 6 человек наберете, то вы бесплатно летите. О, нифига себе, вообще мега крутой удар предложения. Воспользуйтесь. Если не хотите 6 человек набирать, просто берете свою жену, мужа, там, подругу. На двоих вообще недорогая цена выходит. Перелет туда-обратно. Там 12 дней, по-моему, да, тур. Отдыхать будете, море, там, Паттайя, город вообще. Экскурсии. Да, экскурсии. На яхте вместе покатаемся. Прям вообще очень круто будет. И вот Паттайя, кстати, в Таиланде самый недорогой курорт. И там вообще все дешево. Вы туда приедете, вообще будете себя прекрасно чувствовать. Реально говорю. О, блин, да. Вот это, знаете, сколько там стоит? Что это такое? Вот это. А что это? Вот это. Ну откуда я знаю вот это? Я вот это... Меньше 1000 рублей, прикиньте. Это водка? Нет. А что это? Трубка мира. Трубка мира? А прикиньте, мы еще вот этой всей толпой из Уфы пойдем на этот красные фонари и будем Леди Боя гонять. О, я вот это хочу. Знаешь, я для чего только еду в Таиланд? Только чтобы вот это увидеть. А ты думаешь, мы там увидим? Конечно. Да? О, я вот это хочу пойти туда. В Таиланде есть крутые шоу, которые 18+. Первый номер выносит на носилках женщину, и она оттуда все попугает, достает. Или шариками из пинг-понга в зрителей стреляет. Прикинь. Че, правда, что ли? Я, короче, про Таиланд, конечно, много чего слышала. Но чтобы оттуда стреляли шариками, не знаю. Короче, если вы хотите увидеть, как женщина оттуда стреляет шариками, поехали с нами! Ссылку оставили тут, по всем вопросам обращайтесь в этот аккаунт, потому что этот тур организовывает Millennium Park. А что вы все блогеры операции начали делать? Что за у вас весна, что ли, так? 10 крыш поехало? Обострение весеннее. Ага. Ты знаешь, да, что вот некоторые блогеры сейчас грудь начали делать? Я тоже грудь буду делать, когда еще похудею немножко. А кто сделал грудь? Луиза Мамсблог, Эльвира Хан. Луиза Мамсблог? Блог? Это где? Кто она? Ну, из Уфы блогер. Из Уфы? Ага. И что она у себя показывает, да? Ну, не совсем у себя. Я доктора нашел и смотрю там, что у них А до ты- после. А ты откуда знаешь их доктора? Ну, они отмечали, получается, в Инстаграме, а доктор ведет телеграм-канал. Ага. И этот, чисто любопытство такое. О! И что там они выкладывают? Ну-ка покажи. Это чьи груди? Это Луиза написано. Луизы? А что, прям доктор написал, это груди блогера Луизы? Угу. Ну, конечно, что такого-то? Тут же ничего не видно. Не, врешь. Вот же результат Луизы.
Просто результат Луизы. И ты с чего взял, что это мамский блок Луизы? Блин, видно же. И ты сидишь, смотришь ее груди. Ой-ой-ой, а что тачки нет? Ну вот у Эльвиры вообще мне больше нравится. Вот смотри, было кто до Эльвира? Эльвира Хан. Ага, Вот. до, ага. И вот вообще персики. Ой, блин. Скажи же. А ты откуда знаешь, что это груди Эльвиры Хан? Написано груди Эльвиры. Ну, груди Эльвиры много у нас в Уфе. И Нет, ты я- думаешь, что это груди Эльвиры Хан, да? Да. Офигеть. Ты когда-нибудь трогала силиконовую грудь, кстати? А, я уголям потрогала. А, прикольно, да? Да. Я тоже трогал, но не уголям. А ты у кого трогал? А там. А там, бля, ну давай, признавайся. Пошли. Подожди, скажи, бля. Опа. Теперь я боюсь сделать операцию, бляха-муха. Так они тоже выкладывали сейчас в сторис, просто там было замазано. Ну замазано одно дело, а тут другое дело, блин. Мне вообще это друг скинул. Друг скинул? Да. Кто это? Не я специально искал. Блин, алдаксы, блин. Друзья, мы приехали сюда в какой-то Легенд Спорт. Вот, Легенд Спорт. Тут мы будем снимать вайн. 2 вайна, если получится снять, если вообще сюда нас пустят. Короче, оказывается, это спорт-клуб Руслана Ягуара, нашего знаменитого. Кто он такой, Ренат? Спортсмен. Просто спортсмен, что ли? А чем Ну, он Какой рекорды спорт? ставит. А что он делает? Он силовые упражнения, потом всякие штуки поднимает, на лестницу залазит, потом стоит на одном этом. Короче, самый сильный балансирует. человек Республики Башкортостан. Почти. Короче, в нашем вайне будет сниматься Мухаммед. Неожиданно. С удовольствием. Ну ты похож на спортсмена. Ты занимаешься спортом, да? Раньше занимался, активно занимался. Сейчас в Полупрофессионально. лосинах на велике ездит, который никуда не едет. Баларики вот еще любят на мотоциклах своих погонять. Просто не В одной нужно. деревне живут и гуляют по лесам, по горам катаются. А что, думаешь, коврики нужны? Нет, ноги мерзнут. Ноги мерзнут? Каратист босиком. Каратист босиком. Ну что, похоже? Короче, да так. Сейчас мы будем снимать прикольненький рилсик. Далее, да, смотрите, в первую очередь похудели ноги, потом чуть-чуть вверх, вот тут груди уменьшились, а живот остался такой же. Представляете? Попы, значит, нету, да, ноги худые, а живот, смотри. Что такое? Что с ним делать? Придется его удалять. А ты замечала, что он у тебя растет, как молодая была? Нет. Это незаметный процесс был так. Не успейте оглянуться, может большой живот появиться. Нет, придется его убирать. Ну да. Короче, надышались этим, блин. Ренат Алхан, что ты взял? Old Spice, да? Или что это? Вот надо было спать брать. Короче, война отсняли, доктор. Ждем от вас комментариев и лайков. Ждем. Как вам мой учитель по джиу-джитсу Мухаммед? Оставляем огонечки. Что, не собираешься уже в город переезжать? Мы вот ехали, сколько, да? И сколько снимали? Час ехали, доктор, чтобы снять 2 вайна, прикиньте. 15 минут. 15 минут на 2 вайна потратили время. Час в дороге. Не, в город я все равно не перееду. Лучше я буду вот так ездить, но в деревне лучше. Ну тебе же тоже в деревне У нас лучше. Шамонина есть, кстати, зал мне писали, если вам нужен зал. А что ты не сказал? Шамонина ближе к дому. Кстати, Дуфтар, вот это наша рубрика «Давай пожениться и тейк», оказывается, очень людям понравилось. Хотя в Инстаграме, когда мы поставили опросник, там было 50 на 50, кому-то понравилось, кому-то нет. Но в ВКонтакте вот эта рубрика пошла на ура. Прошла на ура, вообще людям очень понравилось. Вот знаете, очень отличается аудитория в Инстаграме от аудитории ВКонтакте и от Ютуба. Некоторые ролики, вот, которые в Инстаграм не залетают, почему-то ВКонтакте прямо на ура проходят. Вообще очень нравится ВКонтакте людям вот такие вот ролики, такие выпуски. А которые ВКонтакте ролики не нравятся людям, такие ролики залетают в Инстаграме. Вот, очень разношерстная аудитория сидит. Ищем невесту
Богатую. Богатую, да. Кто хочет участвовать в этой рубрике, пожалуйста, пишите Риналю. Потому что у меня, Достар, директ очень переполнен, я не успеваю отвечать на сообщения. Поэтому вот оставляю ссылку Риналя внизу. Пишите ему. Богатая невеста, ждем тебя на нашу рубрику «Давай пожениться» и ты. Богатая почему? Потому что есть расходы определенные, там, реквизит там и так далее. Очень много пунктов, поэтому, ну, вы должны понимать, что это все-таки шоу. Короче, я вот приготовила картофельное пюре. Очень сильно сама хочу есть. Прямо так охота картофельное пюре. Но нельзя. Приготовила вот с этим, с грибами, с курицей, в сливочном соусе. Альберту приготовила похмельный суп. Это, короче, рис, болгарский перец и еще что, и острый стручковый перец. Все горит, блин. Говорит, че? Как? Вкусно? Нифига себе, каранкут мы редкими. Да. Офигеть, вот эта тарелка полная мяса была, между прочим. Суп очень острый. Вкусный, но очень острый. Специально она приготовила. Чтоб постоянно в туалет бегать. Мясо гусиное. Очень вкусное. Ну, конечно, я столько мяса сожрал. Мясо вкусное очень. Угу. Ты скажи, что это у тебя третья тарелка. Да, третий тарелка. Я чуть-чуть сегодня с похмелья, суп вообще классный, острый. Еще и играю в шахматы. Проиграл я шахматы, друзья. Пока рассказывал, блин, меня здесь сожрали. Сдаюсь. В общем, так сильно острый готовить. О, у меня все горит теперь, блин. У нас нет лимонада, да? А компот? Я не даю. Любой. Это было нечто. Теперь все. Пошел я спать. Уборка здесь, в предбаннике. Вообще вон, бардак такой. Альберт будет убираться, я буду холодильник мыть. От холодильника капец сильно воняет, потому что, Достар, помните, я рассказывала историю. Здесь у нас зимой хранился, колбасы хранились, да. И прикиньте, Альберт один раз пришел взять колбасу, а там сидит толстая мышка. Прикиньте, она сожрала полпалки колбасы, сидит такая толстая, и даже бегать у нее сил нету. Она увидела Альберта, сидит, смотрит. Она не только сожрала колбасу, она еще весь холодильник обосрала. Прикиньте, вот смотрите, вот сейчас я вам еще раз покажу. Видите вот эти черные мелкие? Вот это все, вот ее какашки. Вонь. Можно мышки завалить. Это ладно, еще там вонь, Достар. Смотрите на Альберта, как дышит. У нас еще вот здесь отсюда вонь идет. Вот. Тут, короче, у нас мясо лежало, оно протухло. В предбаннике стоит вообще капитальное вонище. А я этот холодильник только весной мыла. Все, мы больше его не будем включать. Отремонтируем. У нас есть человек, который стиральные машины ремонтирует и вот это вот отремонтировать может. Потому что уже который раз мою, вот это вот, из-за того, что здесь резинка вот ослабла, надо резинку менять. Она до конца не закрывается, морозильная камера. Все, фронт работы ясно, сейчас будем мыть. Пипец, Хан, это просто пипец полный. Офигеть. Меня сейчас тошнит. Ой, и убери меня, надо мышками, блин, буган мне баша, блин. Красота. Вот сволочь, а. Какого черта и каким образом можно было попасть в холодильник, блин, а? Я не могу понять. Альберт. Даже вот в этих лотках ходила. Что там делать? Как она туда вошла? Вообще не пойму. Холодильник включать так урна. Ми башка юмайн типа как я не айтсам. Ну включать тинда ху яңана шуба бутылам. Шунан жу ишигин асып аттайт дедик таху. Мен юып кынан экеннен. Мына даже сырым келип сыккан. Это же надо столько насрать. Откуда столько говна? От колбасы? Oh yeah. Что вот с этим делать? Это что, отрезать все или что? Или так оставить? И он позеленеет? Позелените, надо отрезать, наверное. Отрезать надо? Ну, какой-то, ну, я не знаю. Я тоже не знаю, что с ним делать-то. А может он позеленеет? Да.
А? Да. А у вас там же Трава же не... Ну, а у вас ведь эта трава не зеленеет ведь? Трава не вырастает. есть. А, да? Ну, А, ага. трава Да. вырастает. Да блин, что с ними делать? Посоветуйте, пожалуйста. Срочно надо знать, все отрезать или оставить. Все, я иду к тебе, Азалия, делать обзор на твои вещи. Короче, доктор Азалия съездила в планету и отоварилась хорошенько на весну. Сейчас будет обзорчик. Глория Джинс, вижу свою любимую, еще какие-то пакетики. Если что, мне и что-нибудь влезет, я тоже буду носить. Ладно? Это классно? Ага, ты мои вещи же носишь, Азалия. Я тебе ничего не жалею. Маме тоже нельзя жалеть. Ну, иногда хоть дашь что-нибудь поносить, ладно? Ладно. Хе-хе-хе. Чего ты мне ни разу не позвонила? А чё? Я, значит, специально выключила свой режим не беспокоить, а у меня каждый день, вот 24 часа в сутки стоит режим не беспокоить. То есть мне уведомления, звонки, мне ничего не приходит. Я выключила свой беззвучный режим. То есть у меня всегда не беспокоить. Беззвучный режим стоит к тому же. То есть я вообще ничего не слышу. Я все это выключила на сегодня, потому что мама мне всегда звонит. В этот раз, вот обычно она мне 7-10 раз названивает. В этот раз она мне ни разу не позвонила. А что ты мне тогда в этот раз не позвонила? А я что-то это сегодня замоталась, и этот... Да у меня до сих пор усталость, я на ходу засыпаю, блядь. Сейчас будет обзор от Азальки. Вот так вот в зал ходить. Опять черная футболка. Так у меня только одна черная футболка, мам. Почему всегда черные футболки, черные вещи? Ну так ладно, нет, у меня половина гардероба белая, разноцветная, но мама видит только черную половину. Ну ладно. Вот, велосипедки я взяла. Это в спортзал ходить, да? Да. Короче, эти велосипедки я купила в Спортмастере за 1000 рублей. Они, ну, такие, короче, приятные. В общем, это не синтетика, но я не знаю, что это. А это футболка, это тоже не синтетика, но я тоже не знаю, что это. Но я ее купила в Бифри. Вот. Лично для меня вот такой вот образ, то, что черная футболка и вот это, самое удобное, потому что в белой футболке ты потеешь, и твой пот видно. А в черной футболке как бы ты потеешь, и его не видно. К тому же в велосипедках удобно, потому что это не так сильно жарко. Но топ я не хочу носить, потому что мне неудобно в зале, допустим, тренироваться в топе. Или, допустим, мне неудобно, если у меня там длинные эти лосины. Вот такие вот штаны я взяла в Глории Джинс за 2600, что ли. Их в целом я могу и в зал носить, и на повседневной основе тоже удобно. Просто у меня были черные спортивные брюки, но они уже все, то есть я их уже 3-й год ношу, они как бы уже все ДТ. А еще у меня есть другие спортивные, но они очень теплые, и их, короче, летом, весной не поносишь. А вот эти, они такие вот без начеса, и поэтому их можно носить и летом. Такие вот кеды я взяла в Спортмастере за 1600. Вот. А я взяла обычные классические белые, чтобы подходило ко всему. С платьем надеть, в джинсах сходить, в спортивках сходить. Я не знаю, школьную форму надеть вот эти ботинки и, эти кеды и пойти. Пижама за 1600, я ее брала в Glory Jeans. Такая простенькая, удобная, мне очень нравятся такие пижамы, потому что в них можно и спать, можно и по дому ходить, все дела делать, и они вообще, короче, удобны и не мешают. Материал такой легкий, приятный, не жарко, не холодно. Азалия, кстати, у нас как Альберт. Вот носит до дыр вещи, прикиньте. И одежду больно, она не шопоголик. И больно эту одежду себе не покупает. Да, Азалия? Ты как папа жена, да? Годами носишь одежду. Я что, не покупаю, такие... Поэтому я вообще ничего не покупаю. Кто тебе так говорит? Вы. Чего ты врешь? Я тебе всегда деньги даю. Иди оденься тебя там. Зачем ты врешь? А? Ну тут с папой нельзя нормально одеться. Один раз что-то купила сразу. Сколько стоит? А это тебе деньги на что? А это тебе зачем? Это папа? Да. Ну ладно, привыкать надо иногда папам шлайкенга. Тут что, пустота? Нет, тут что-то еще лежит. Еще Заля какую-то книжку купила. Какудза Акакура. Это что за фигня? Какудза Акакура. Господи. Это что такое? Какудза. Это Афтерман. Это кто он, японец или что там? Японский писатель. Про что он пишет? Про историю чая. Ну зачем тебе книга про историю чая? Мне интересно. Подожди! Что, все что ли, я не понимаю? Да?
Мне это куртка еще. Ну извини меня, я ж не специально, что я тебе должна первую попавшуюся пойти купить просто потому, что ты мне сказала. Мне же надо, чтобы мне в душу запало, чтобы она мне понравилась. А таких не было. Не было.